Сегодня состоялась очередная сессия Госсобрания Илтумен Республики, последняя перед летними каникулами. Народные депутаты избрали нового председателя. Им стал руководитель постоянного комитета по госстроительству и законодательству Алексей Еремеев. О новоизбранном спикере, о ближайших планах и приоритетных задачах якутского парламента в сюжете нашего корреспондента Виктории Федоровой. Сегодня в истории Государственного собрания республики знаменательный день. Избран новый председатель. В зале заседаний парламента вице-спикер Александр Жирко вручает удостоверение и со словами напутствия уступает место новоизбранному председателю. Он имеет большой опыт в сфере законодательной и исполнительной власти. Он высокопрофессиональный политик, опытный политик и компетентный управленец. Свое мнение по поводу кандидатуры Еремеева высказал глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что новый спикер парламента сможет создать условия для консолидации всех политических сил по ключевым для республики вопросам. Также в поддержку Алексея Еремеева выступили и представители других партий. Алексей Ильич депутат уже 2 созыва, очень опытный, очень активный. Возглавлял один из ключевых комитетов по государственному строительству и законодательству. Поэтому как нельзя лучше подходит для того, чтобы возглавить парламент республики. Подходы могут отличаться, но цель у всех одна. Свою поддержку выразил руководитель коммунистической партии Виктор Губарев. Поддержать его кандидатуру с учетом того, что мы прежде всего, каждый депутат Госсобрания Илтумен, это проявляется в работе Еремеева Алексея Ильича, что мы и едины в том, чтобы сделать нашу Российскую Федерацию безопасной, благополучной, с высоким уровнем жизни, в том числе многонациональной нашей республики. В свою очередь Алексей Еремеев поделился основными целями и приоритетными задачами, которые ставит перед парламентариями. Нам нужно здорово потянуться по подготовке проектов законов, проектов постановлений. Это касается всех комитетов, потому что комитет – это основное ядро нашего Государственного собрания Илтумен, где готовятся проекты законов и где проходит вся дискуссия и проработка данных нормативных актов. Кроме того, спикер отметил необходимость максимально синхронизированной работы парламента с региональным правительством. Должны работать консолидированно, конструктивно, начиная от нормативных актов по регламенту Госсобрания, по правительству республики, чтобы у нас четко была налажена эта работа. И в какой-то степени нам нужно будет сократить количество других форм работы в Государственном собрании для того, чтобы повысить их значимость и эффективность. Также и с муниципальными образованиями, в частности, укрепить работу с населением и научить его грамотно высказывать свою точку зрения, чтобы в принятии тех или иных проектов учитывать мнение граждан. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Якутск.